أخشر وي حجوي رام مك طبقر كل طبقة شيء حجول دي بيعش أخمدين تدا بيحكي سيزيرت الشق بيان يوضعها أخت بيزش. В Саудовскую Аравию по повелению Всевышнего из аэропорта Амагаз сегодня отправились последние две группы паломников. Промежуточные итоги реализации нацпроектов обсудили на совещании в региональном правительстве. На сегодняшний день, уже к обеду времени, у нас принято 60 папок. Господдержка фермеров. В региональном Минсельхозе принимают документы на получение грантов «Агростартап». Мы готовили в зале, усердно тренировались, индивидуально тренировались с тренером. Боксировали, подряд 3 боя боксировал. На ринге сошлись лучшие боксеры региона в 10 весовых категориях. Республиканский турнир по боксу завершился. Подведем итог. Про наши горы, про наши башни, мне кажется, пишут всегда искренне, потому что восторги скрыть от того, что ты видишь, невозможно. Стихи Сахарова, фотографии Агирова. Книга «Легенды и сказания Ингурских гор» презентована сегодня в научной библиотеке ИНГУ. На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. Некоторые уже приземлились на Святой Земле, а другие только в полете. Верующие со всего мира собираются в Саудовской Аравии для совершения одного из 5 обязательных столпов ислама – хаджа. В ближайшие 20 дней все предписания и обряды хаджа будут выполнять и паломники из Ингушетии. Из аэропорта Амагаз 4-й по счету рейс отправился сегодня утром, а уже вечером в небо поднялся и последний 5-й борт с ингушскими паломниками. Подробности в нашем репортаже. Это уже предпоследний 4-й рейс с ингушскими паломниками. Будущие хаджи поделены на 5 групп по 35 человек в каждой. Многие из верующих впервые смогут прикоснуться к святыням ислама. Вот, например, вы как долго ждали это путешествие? Эмоции, конечно, волнуемся очень. И поехать желание было всегда, но не получалось. В этом году с помощью Аллаха у нас получилось. Накопили несколько лет средств для поездки. Есть, конечно, волнение, но есть большая радость, что посетим святые места. Эти чувства с Хас Магомедом Тичоевым здесь разделяют все, особенно те, кто едут в хадж впервые. До этого момента они мечтали исполнить эту миссию. Сейчас есть возможность, поэтому... Иншаллах, собираемся поехать. А как давно вы вообще хотели? Наверное, с 20 лет, наверное. Как и все мечтают, как только в 90-х годах, как только у нас была первая возможность, так и как и все наши, как каждый мусульманин хочет, как у каждого есть мусульманина желание поехать в хадж, наверное, и появилось желание. Аномальная жара очень сильно сказывается на акклиматизацию, но волноваться не о чем. В каждой группе есть медгруппа и опытные руководители. Проблемы хулш хамдат иногда таваф иногда группа толпа мухулицы касти паник يولش حم خلط صغ إنه هتا حكور واحد صنعة سج ويا غير سج وجوج متك يا السنة عشان أوزر داود الشغل هالني نبير كاجش نا فاميلي إيمة وش ستيولوجي تأقرك ودي تلجي واخ تيجش عدخات شلتها سيم كارتش حقيتي هالني جها رك ودي تلي نومير هار سحجول المالدج واسقط إيمنا سي группе масала, с группы молохшиня группы, с номер атязю. И каждом гостинице халоцар, ишкилгад атехжет, с гостинице номер, с адрес, с нагасом. Валхан арби мот, хош хавети, даже с ахабирка, адахия качет такси, с любой сегазы, луговые на атавах.
В числе тех, кому в который раз выпал шанс прикоснуться к Каабе, Джамалдин Горданов. В хадж он ездит каждый год, начиная с 2006-го. Сам шутит, что заболел своеобразной лихорадкой и теперь не пропускает ни один год. مي تقعدها تحلامز قدلش تحمدا تقول جل رسخود 100,000 لامز عمو مال هلا هشخلش كاباقونا حداچو سماجي اشت صحمن чамболж лаухтич. Для будущих хаджи организаторы максимально облегчили поездку. Если раньше людям приходилось лететь с пересадкой из Москвы и ждать своей очереди в одобрении визы, то сейчас им даже не нужно задумываться о подобных мелочах. Рейс вылетает ровно по расписанию в 6:30. Уже через 4 часа самолет должен приземлиться в Саудовской Аравии. Прибыв за несколько часов до вылета, последняя группа паломников ждет заветного объявления посадки на рейс до Саудовской Аравии. Для большинства это паломничество в святые места первое в жизни. Неважно, сколько тебе лет, цель у всех одна – совершить столь желанный и обязательный для каждого мусульманина хадж. Слезы окаска наворачиваются. Изму иштхали да сон агр халка баргуш док нахбу узбел хаш тертар меди хакача. Док ишт или мечтать динож мдир же дот бихаян. اشت ازداد يرحقها غدا خديت سنسدو ضبنا بدك قاعد فوش. Идрис Евлоев снова называет себя счастливчиком. Эта поездка для него не первая. Побывав там один раз, он твердо решил посещать святые места по возможности каждый год. У провожающих волнения ничуть не меньше. С одной стороны грусть расставания с родными, с другой – радость за будущих хаджи. Я желаю, чтобы все долетели благополучно, совершили хадж, вернулись с новыми настроениями, хорошими. Это последний, пятый в этом году рейс из Ингушетии. Всего из республики в хадж отправляются 1400 человек. Все паломники разбиты на группы, организация на высшем уровне, транспортное обслуживание, проживание в гостиницах и палаточном городке, питание. По прилету их ожидают перевозки по основным зияратам в Мекке и Медине. Опытные организаторы постарались обеспечить паломников хорошими условиями, чтобы будущих хаджи ничего не отвлекало от своей миссии. Как я прошел по руководителям, все говорят, все прибыли вовремя, раздали беджики, паспорта раздали. Сейчас начало уже таможенный досмотр. Все как бы настроение, все нормально у нас пока. Паломничество в Саудовской Аравии будет проходить в течение 3 недель. Будущие хаджи должны выполнить все ритуалы: путешествие между холмами Сафа и Марва, стояние на Арафате и в долине Мина, ночевка в Муздалифа. С огромной верой в сердце паломники покидают родную республику, чтобы исполнить обязательный столб ислама. Юсуп Гелисханов, Идрис Жиев, Майрбек Миржоев, Адам Гулоев. Новости 24. Паломники из Ингушетии уже прибыли в священную Мекку. У выхода из аэропорта их ждали автобусы, на которых будущих хаджи отвезли в гостиницы. Как отмечают сами паломники, условия проживания для них созданы самые лучшие. Они готовятся к предстоящим обрядам хаджа. Është të të themi bërka shalla somore të nabë, është shalla somore të nabë anisë mondial dhe mësa. Hatë haqua që jo, kolla somore të nabë, sar poski që me dhe dhe mësa, hatë që bjallë që sar gëzëgë, hampalë gëllë gjmonë teknise, sa shalla që haqqa që në rjallë bëllësh, u besin së rjallë bëllësh, që gëmëra të habas bënë, ناخذ لا مزيد وش تذكر رياض ديال تامين ارت سوغود ياتجه عبادتك تشكو بكرش حنا ديال ديال سومو ديال وقت ديال الله سبحانه وتعالى والله بعازرت سلام بعازرت سوغود دشون كان انا دابا شيخ ما صحيح ضيت لو ويس باش عبادتك
شيء أمرة أحبط بتساق أمرة ليش شيء بينش نعم أمرة تجدج مش تعرف الرياضة بكر الرياضة مصر الرياضة شيء جمعتش كها سريت الرياضة أنا حاول يعني مش نها جو الرياضة هي إنسان كان حويله واحد جمعت تشتت مش دياب كل شيء دربان ده كده إيه فور شو عادي أجنب سريت الجنب بري شو تاري فشات برضه فشات أفتوبس حضوا أفتوبس مش ترشة أفتوبس مو يعرف أو بيلا مش ترشة أو بيلا دربان ده هو خبري شو بس فيه هذا يا حضوا أشخاص خبري شو И к другим новостям. Строительство врачебных амбулаторий, мусороперерабатывающих комплексов, детских садов, школ. Стратегические задачи соцразвития территории, охватывающие практически все сферы жизнедеятельности, ставят национальные проекты. Образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, экономика. Их реализация на особом контроле правительства Ингушетии, где прошло заседание проектного комитета по реализации нацпроектов под председательством премьер-министра Зелимхана Евлоева. Обсудили промежуточные итоги претворения в жизнь задач проектов. Жаридат Халухоева с подробностями. Демография, здравоохранение, образование, жилье и другие национальные проекты – это комплекс мероприятий по развитию страны и региона по ключевым направлениям. Средства для их реализации выделяются из федерального бюджета, а изменения должны происходить непосредственно на местах. Только по линии Минэкономразвития необходимо исполнить 3 нацпроекта. Так, в рамках проекта «Производительность труда и поддержка занятости» планируется создать системные меры по повышению производительности труда. По условиям отбора субъектов в соответствии с методическими рекомендациями для участия в нацпроекте необходимо наличие не менее 10 средних или крупных предприятий несырьевой отрасли экономики. Выручка предприятия должна составлять от 400 миллионов рублей до 30 миллиардов рублей в год. И наличие потенциала повышения производительности труда на предприятии не менее 10%. Создание условий для улучшения ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, создание системы поддержки фермеров, развитие сельской кооперации и популяризация предпринимательства. Все это часть 2 и 3 нацпроектов по линии Минэкономразвития сроком до 2024 года. Их исполнение требует правильно составленного паспорта проекта, на чем и акцентировал свое внимание председатель правительства Зелимхан Евлоев. У вас должен быть на столе паспорт. Когда докладываете, следующее заседание, поднимайте паспорт проекта, что нами делается. План идет. Молодцы, есть. Дальше. Системные меры развития международных. Вы назовите проект, какие сегодня проблемы, коротко. В этом году должно быть профинансировано столько-то, на сегодняшний день 0, да, исполнения. Зелимхан Станович, именно вот эти паспорта, они планируются, начать их реализация планируется в 2021 году, с 2021 по 2024 год. Сейчас только мы можем говорить о какой-то подготовительной работе, которая в 2019 году проводится. Именно то, что касается национального проекта международной кооперации и экспорта. Если мы говорим о предыдущих проектах, всю бумажную работу по созданию центров, все, что необходимо было сделать, сделали. Сегодня только вопрос денег. Для реализации нацпроекта здравоохранения разработаны 6 региональных проектов. В рамках их исполнения планируется строительство 2 ФАПов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 2000 человек. Для этого уже выделен межбюджетный трансфер. Кроме того, в 2019 году выделены средства для дооснащения оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Работные паспорта региональных проектов согласованы с Министерством здравоохранения Российской Федерации. По 5 из них заключены финансовые соглашения о предоставлении субсидий с федерального бюджета. Утверждены паспорта региональных проектов в системе электронный бюджет. Финансовое обеспечение мероприятий планируется в 4-м квартале 2019 года. 6 у нас получается проектов региональных. Один из них региональный проект создания единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения ЕГИС.
Реализация программ «Старшее поколение», укрепление общественного здоровья – это также приоритетные задачи, поставленные перед министерством, но уже по линии нацпроекта «Демография», в исполнение которого, кроме качественного медицинского обслуживания, включены следующие федеральные проекты. Это и создание яслей, содействие занятости женщин, новая физическая культура населения и финансовая поддержка семей при рождении детей. Шаги к исполнению намеченных целей делает и Министерство образования республики. В рамках нацпроекта образования в регионе планируется начать строительство 4 школ по 720 мест в Назране, Карабулаке и сельских поселениях Плиева и Средние Ачулуки и одно образовательное учреждение на 250 мест в Яндере с вводом в эксплуатацию до конца 2020 года. Сейчас на исполнении свои 3 главные задачи – это создание спортивных площадок, спортивных клубов и ремонт 7 спортзалов. А вот что касается спортзалов, 23-го контракт будет. У нас контракт уже был заключен, просто ФАС там начали ошибки, и эту закупку они снесли. Денежные средства по спортплощадкам, там уже не у нас проблема, там недовольный подрядчик с ФАСом судится, поэтому до конца сентября отложено это мероприятие. Новые объекты в этом году появятся и по линии Минкультуры. Как сообщил Михаил Базоркин, мероприятия в части строительства 6 учреждений культурно-досугового типа уже запланированы. С вводом их в эксплуатацию показатель обеспеченности домами культуры в регионе увеличится на 8,7%. Такими же высокими обещают быть показатели исполнения нацпроекта «Экология». В регионе уже реализуются мероприятия по ликвидации свалок в Нестеровском и Назране. Работы начали 24 мая. На сегодняшний день вывезено более 20% свалочного грунта. Оба объекта накопленного вреда окружающей среды будут ликвидированы, а земельные участки рекультивированы в текущем году. Также в текущем году планируется создание одного мусороперерабатывающего комплекса в Малгобеке и 2 комплексов переработки бутылок и твердого пластика. Отметим, что Ингушетия, единственная среди регионов, СКФО проводит в 2019 году мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов. Премьер, заслушав доклад, акцентировал внимание на проблемных моментах, которые будут препятствовать реализации нацпроектов. Зелимхан Евлоев подчеркнул, что поставленные президентом России задачи по улучшению уже в этом году качество жизни людей должны быть выполнены в полном объеме. Жарадат Хулухоева, Марбек Мержуев, Новости 24. Также председатель правительства Зелимхан Евлоев провел прием граждан по личным вопросам в Магасе. В ходе диалога с премьером жители в основном затрагивали проблемы занятости, жилищных условий и социального обеспечения. Большинство обращений касались трудоустройства пенсионеров, которые по разным жизненным обстоятельствам нуждаются в работе и дополнительном доходе. Больницы бог бабас, медицинская катастрофа, водитель скорой помощи волш. Кача балуса вози балуш датас. Что ну болу бос, бола ахта бог вашта болица, охрана бог болица. Водитель бог кедрусу. Цате пари завхоз вали диспетчер вали цашт бог вашта боли вас, вашта доли. Но бос деши вашта долча. Мала мотти гижи. Ну просто гужита. Бог ещё уже организация жить, а уели мотики как на кассе были халети. Были болуш были на мотики, а вещи лохаш. Телефон да хатиха. Это были хашто. Каждое обращение было детально рассмотрено. Зелимхан Евлоев дал разъяснения в рамках действующего законодательства и соответствующие поручения специалистам. С сегодняшнего дня работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Выплаты этой категории не индексировались с 2016 года. Перерасчет проводится исходя из накопленных пенсионных баллов. Для этого учитывается продолжительность дополнительного трудового стажа, а также размер зарплаты. Сейчас для перерасчета используется 3 балла. Дополнительные, как ожидается, будут посчитаны в следующем году. Также с 1 августа больше не нужно будет уплачивать госпошлину при внесении изменений в записи Единого госреестра недвижимости в связи с намерением взять ипотечные каникулы. Сейчас размер пошлины составляет 200 рублей.
Свыше 60 заявок за 2 дня подано в региональное министерство сельского хозяйства на получение грантов «Агростартап». Помощь смогут получить начинающие фермеры. Прием документов будет осуществляться до 13 августа. Поддержку малого и среднего предпринимательства предусматривает один из нацпроектов. По исполнении указа президента Минсельхоз-Ингушетии совместно с Минсельхозом России разработал региональный проект создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Репортаж Светланы Томовой. Заявки от начинающих фермеров в Минсельхозе региона начали принимать с 31 июля. Документы подают в надежде получить грантовую поддержку на развитие своего хозяйства. Исаул Богачиев приехал из Сурхахи. Он уже много лет держит свое хозяйство, которое досталось в наследство от отца. Желание расширить ферму появилось давно, но вот воплотить идею в жизнь из-за финансовых трудностей не удавалось. Исаул впервые подает заявку на грант. Надеется, что окажется в списке грантополучателей. Поддержка придется очень кстати. Благодаря ей он смог бы закупить крупнорогатый скот и расширить территорию КФХ. Пристройки без сарай езде, сама штамадури по хозяйству. Цул хадис, агар сун лойди, он декехетде, суна сдохча харлой. Сдохча есть хозяйство, фицгош на хацелуш, хозяйство лилиш бош на сдалойди, на занято губы декехотда. Бизнес-план, пожалуй, самая ответственная часть документации. В нем должно быть подробно изложено то, каким видит свое предприятие начинающий фермер, есть ли перспектива развития предприятия в будущем. А что же касается критерий на получение гранта, здесь учитывают абсолютно все, начиная с того, что будет производить фермер и заканчивая, сколько рабочих мест сможет предоставить предприниматель. Здесь на месте специалисты отвечают на все вопросы и разъясняют, какую справку, если ее нет в папке, необходимо донести. На сегодняшний день, уже к обеду времени, у нас принято 60 папок. Идет прием документов. При подаче документов бывает, конечно, некие погрешности. Там то-то не хватает, то справка не хватает, то это. Наши специалисты объясняют, эти люди доносят. Включаем это в папки, зарегистрируем. Эта фиксация идет и в журнале, и компьютер зарегистрируем. Изначально на реализацию проекта планировалось предоставить из федерального бюджета 75 миллионов рублей. Но усилиями руководства Минсельхоза Республики в региональный проект внесли изменения. И объем субсидий увеличился до 126 миллионов. По словам регионального министра, приоритет будет отдаваться тем, кто действительно держит фермерское хозяйство и готов его дальше развивать. Приходят, что действительно хотят работать, действительно хотят создать свое дело, действительно будут какие-то результаты в нашей республике, будут показатели нашей республики. Более 2000 там ежегодно будет увеличиться даже по животноводству. Мы примерно анализ сделали по бизнес-план, который они сдавали. И вот то, что они там проверили, там, кто ее сделал. То есть вот это у нас будет. Тот, кто хочет действительно работать, создавать свой бизнес, этим людям будем помогать. В случае прохождения всех конкурсных этапов и получения гранта фермер обязан создать рабочие места и вести фермерскую деятельность в течение 5 лет, отчитываясь о своих результатах в Минсельхозе Ингушетии. Светлана Томова, Асхаб Белакиев. Новости 24. Детская шахматная лига СКФО, проводимая в рамках 4-го международного шахматного фестиваля «Башня Согласия», продолжается. Сегодня во второй день турнира партии разыгрывали участники из регионов Северного Кавказа в возрасте до 13 лет. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров в соответствии с действующими правилами ФИДЕ. Итоги интеллектуальных баталий станут известны 4 августа. Сегодня было 3 партии, 2 из них выиграла, 1 проиграла. Я поторопилась и не увидела 1 ход. Просто поторопилась и ошибку допустила. 4-й год подряд под патронажем депутата Государственной Думы Харсиева Алихана. При его поддержке организатором является Минспорт совместно с клубом Ади Ахмад при поддержке правительства.
Вот, каждый год в рамках этого фестиваля проводится несколько чемпионатов, как среди детей, так и среди взрослых, так и суперматчи между известными гроссмейстерами. Вот, ну, в этом году у нас в рамках этого фестиваля 4 мероприятия, как мы уже отметили. Это Кубок Ади Ахмад среди взрослых, это шахматная лига СКФО среди детей, суперматч между Эрнесто Энеркием и Сергеем Корякиным, а также приехал известный, скажем, шахматист тоже, Костев Александр Николаевич. Он будет комментировать сам матч, ну и после матча, до матча точнее, будет проводить мастер-класс для учителей, которые у нас преподают в школах шахматы. В Ингушетии молодые люди с инвалидностью получат профессиональные навыки в сфере информационных технологий. Проект региональной общественной организации «Исток», направленный на повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, вышел в финал конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества 2019 года. Суть проекта в решении острой проблемы отсутствия у молодых людей с инвалидностью возможностей для профессиональной деятельности и социализации. Республиканский турнир по боксу завершился. Отборочные соревнования на чемпионат СКФО, стартовавшие 30 июля, собрали спортсменов в 10 весовых категориях. 3 дня в стенах зала бокса в Назрани они боролись за призовые места и звание лучшего боксера региона. О том, как выявляли сильнейших в финальных поединках и чем помимо путевок на чемпионат СКФО награждали победителей, расскажет наш корреспондент. Каждый боксер демонстрирует просто отличную технику боя. Бьется до конца, что неудивительно, ведь это финальный этап, а на кону столь желанная путевка на первенство СКФО. Спустя 3 коротких, но крайне захватывающих раунда с отрывом несколько очков победа присуждается участнику в синем углу ринга. Мы готовились в зале, усердно тренировались, индивидуально тренировались с тренером. Боксировали подряд 3 боя, боксировал и во всех 3 боях выиграл. Конечно, на СКФО будет сложнее боксировать, там уже и больше регионов, и участников больше. Мы постараемся выиграть. Ахмед Матиев выходит на ринг уверенно. Интерес к боксу у спортсмена появился в раннем детстве, когда отец привел его в местный спортзал. Начинать было тяжело, вспоминает Ахмед. А сейчас, с легкостью одолев соперников, Ахмед уже в финале. Ему противостоит опытный боксер, поэтому сразу и не сказать, на чьей стороне окажется сегодня фортуна. 3 напряженнейших раунда, проявив себя особенно успешно в финале, Ахмед выходит победителем из этого противостояния. Я такое ожидал, я знал, что я выиграю. Сомнения были, конечно, но тем не менее, все. Я, конечно, буду тренироваться по 2-3 раза в день, чтобы сделать какой-то результат на СКФО. Ну, посмотрим, что да как. Турнир проводится в соответствии с действующими правилами бокса. Учитывая все официальные изменения, дополнения и интерпретации по отдельным статьям, каждый бой длится 3 раунда по 3 минуты. Нарушать регламент и спортивную дисциплину здесь не получится. За этим внимательно следят опытные судьи. В основном из-за отмены шлемов бывают сечки, бывает рассечение, поэтому судьям более тяжелее судить. А так, в общем, бокс стал более зрелищный и более интересный. Схватка одна за другой бескомпромиссный. Бокс – один из самых травмоопасных видов спорта, но и вместе с этим очень зрелищный. Быстрые отлаженные удары и скоростные уклоны зрители ловят каждое движение оппонентов. Спортсмены хорошо показали свое мастерство. Я как болельщик, я сам участвую, занимаюсь боксом. И сегодня я отсюда получаю еще больше знаний и вижу, как спортсмены занимаются, и беру с них пример. Так проходит заключительный этап республиканского турнира по боксу. Победителей ждут медали и грамоты. И самое главное – возможность представлять нашу республику на международной арене. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Лучше всех о горах расскажут сами горы, ну и, конечно, книги. «Легенды и сказания ингушских гор». Книга с таким поэтичным и многообещающим названием была презентована сегодня в стенах научной библиотеки НГУ в Магасе.
Соавторы произведения Александр Сахаров и Тимур Агиров постарались довести словами и фотографиями всю красоту и величие Ингушских гор. Презентация стала для читателей вдвойне приятной благодаря присутствию на ней самих авторов. Они стали главными гостями мероприятия. О том, сколько сил и времени потрачено на шедевр, расскажет Дана Плиева. Дверь в удивительный край мифов, легенд и преданий ингушского народа. Работа, где раскрывается многообразие народного фольклора с его вековыми традициями. Так описывает книгу Александра Сахарова присутствующие. Ведь сам автор не понаслышке знаком с традициями и обычаями ингушского народа. Он родился в Чечено-Ингушской ССР и до 30 лет жил в Грозном. Отец-геолог часто брал его с собой в горы, прививая любовь к родине, Кавказу. Красота и величие горной природы, вековое наследие предков, ингушские башни заворожили еще тогда. С 5 лет мы ездили с ним каждое лето по несколько месяцев. Он брал меня с собой, и мы, как я, как ребенок, воспитывался там. Вот это вот, наверное, как бы он внес этот вклад. В этих стихах, наверное, часть его души. И жаль, что он ушел из жизни и так и не узнал, что его сын написал что-то. Книгу автор дописал 4 года назад в Абу-Даби. Эту работу можно назвать соавторской. Темы, поднимаемые в стихах, поэмах и балладах Александра Сахарова, дополняют красочные фотографии Тимура Агирова. Строки, наполненные любовью к родине, не могли оставить равнодушными, делится фотограф. В своих работах он также попытался отобразить всю красоту Джайравского района, так ярко описанную в стихах Сахарова. Это абсолютно уникальное сочетание, вот это квинтэссенция всего Кавказа. Я пытался это передать в своих фотографиях, а Саша сумел это передать в своих стихах. Когда я читал его стихи, его былины, его предания, вот меня оживали, вот перед глазами поносилась эта древняя история, оживали те картинки, те виды, которые я видел сам вживую. И издание, которое в итоге у нас получилось, богато иллюстрированное, с хорошей печатью, это действительно уникальный на текущий момент труд, уникальный на текущий момент издание, других книг пока нет. В книге также изображены фотографии горной Ингушетии, которые запечатлел сам отец автора. Презентация легенд и сказаний ингушских гор собрала в стенах научной библиотеки творческую интеллигенцию республики, сотрудников музеев, библиотек, а также научных деятелей. Многие с творчеством автора познакомились в соцсетях. Такие люди, как Тимур Агиров, как Александр Сахаров, это те люди, которые дают сообществу за пределами нашей республики представление о нашем народе, представление о нашей республике. В книге представлены 24 произведения. Здесь и поэтическое переложение ингушских легенд «Хучбар», «Сын Доута», «Отважный Талевар», а также красочное описание башен и аулов. По мнению собравшихся, книга вносит большой вклад не только в ингушскую литературу, но и меняет мировоззрение о народе. На самом деле, когда ты живешь в какой-то среде, ты потихоньку теряешь способность к рефлексии. То есть ты сам на себя со стороны смотреть уже как бы не можешь, потому что ты привык. И когда вот такое новое веяние, когда человек, который со стороны приходит, смотрит и рассказывает о своих эмоциях, и ты уже другим взглядом можешь смотреть и вдохновляться тем, что вокруг тебя. Про наши горы, про наши башни, мне кажется, пишут всегда искренне, потому что восторги скрыть от того, что ты видишь, невозможно. Книга выпущена тиражом в 200 экземпляров. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.